учителя английского. Я уже такая, вах, Варлам начала. Всем привет! С вами Анна Александровна и Варлам Алексеевич, и мы учителя английского языка 31-й школы. Сегодня мы принимаем участие в новом шоу медиацентра 31 кадр Teachers Talk, и где мы будем отвечать на вопросы. Я всегда была человеком активным, таким с лидерскими качествами, командир класса, такой генератор идей, поэтому, видимо, после 11 класса возникла потребность учить кого-то, и поэтому поступила на педагогическую специальность. И вот с 2012 года я в этой школе в качестве учителя. У меня сестра родная является учителем, и с детства, получается, я это видел, каково это, и тоже активно принимал участие в жизни своей родной школы. И потом уже после 10 класса я уже определился, что стану учителем английского языка. Английский язык, именно почему я выбрал именно английский язык, этот предмет мне очень нравился еще когда он только нас начали учить с 5 класса. И моя первая учительница, она и до 11 класса меня вела, Алевтина Сергеевна, вот привила любовь к этому языку. Постоянно принимал участие в олимпиадах, занимал призовые места и, соответственно, вот именно английским языком и заболел. Заболела. Не болей. У меня схожие моменты. Я гуманитарий, и поэтому после 11 класса, круг предметов, сдаваемых после 11 сузился. Английский я любила, способности к изучению иностранных языков были. Тоже любовь к английскому привила учительница Татьяна Ивановна Ткач. Ей привет. Такая была всегда молодая, красивая, модная, и поэтому, наверное, вдохновила она тоже стать учителем английского. Я закончила Северо-Восточный федеральный университет, кафедра английской филологии, и в дипломе написано «Учитель иностранных языков». А я закончил в 2009 году Мирнинский политехнический институт, филиал на тот момент Якутского государственного университета, по специальности филолог-преподаватель. Первый учебный год в качестве учителя, конечно же, имел некоторые трудности в плане адаптации того, что мы сами, как говорится, только пришли в школу, совсем молодые, и общение с детьми проходило по большей части как друзья. Я считаю, тяжеловато было, мы не скроем этого, потому что молодой специалист только после вуза, не практикующий учитель, вечерами готовишься, сидишь, изучаешь программы, учебник изучаешь, ты с этим не знаком, и поэтому пишешь планы, это все очень тяжело, объемно, все для тебя впервые, поэтому трудновато было. Мне классное руководство не давали, но у меня были начальная школа малыши, поэтому в роли мамочки начинаешь вживаться в новую роль, такое было. Больше всего в своей работе я, конечно же, люблю это общение с детьми. Пока общаешься с детьми, чувствуешь себя молодым. Что еще можно добавить? Творчество, творческая профессия, самообразование каждодневное, какие-то изучаешь новые методики, приемы, педагогические технологии находишь, Что еще можно сказать? Общение с детьми, уроки детей. Потом понимаешь, что твоя жизнь приобретает колоссальный смысл. Учитель – это большая ответственность. Это ты ответственен не за только жизнь, за себя и за своих близких, а ты ответственен за всех детей, которых в класс заходишь, и все дети, они твои уже. В жизни, здоровье, их на твоих плечах. Документации, было и есть много документаций. Вообще общение с разновозрастными людьми, это и малыши, и подростки, и родители. Это тоже большая трудность. Трудолюбие – это первое, в первую очередь, конечно, и, конечно же, творческое
натура человека. Мгм. Нестандартное мышление детей нравится и чувство юмора. Да, вот чувство юмора одно из самых главных, чтобы человек умел и смеяться и над собой, и над окружающим. Да каждый день это смешные моменты, да? Да, Каждый день не похож на предыдущий, поэтому их было очень много. Ну вот, кстати, я сейчас один вспомнила, в первый год, это был 4 класс, девочки на первый урок английского зашли, звонок прозвенело, не зашли, вот на таких каблуках, вот я сейчас вспомнила. И такие крадутся, чтобы их не заметили, да, и, конечно, им было тяжело, это было так смешно. Я должна была, наверное, их поругать, но мне было так смешно, я просто представила, какие они счастливые, надевали эти, да, ботинки, наверное, взяли там маму и сестры, такие счастливые шли, сейчас они крутыми будем в школе. Это было так смешно. Вот это я вспомнила. у меня, я говорю, у меня классы, они все такие вот прям нарушители были постоянно. Закона. Да. Ну, на эту тему дискутировать можно много. Очень долго. Много плюсов, много минусов. Но самый большой плюс по мне это то, что не будет ни карантинов, вот как раньше же было такое, то что если там ОРВИ превышено, все уходят на карантин, Да, и как бы месяцами сидели. мы не успеваем за программой, получается, проходить всю программу. А сейчас тут, получается, непрерывное, да, да. непрерывное обучение. И то же самое с актированными днями, да, когда температура воздуха опускается ниже 50-48 градусов, тоже мы садились, никто не учился, а тут мы можем спокойно со всеми детьми обучаться. Вот это вот самые большие плюсы, я считаю. Ну, для детей, может быть, комфортные условия тоже. Дома, да, в обстановке приятной. Нет моментов отвлекающих, Да. да, вот шумных детей. Поэтому кому-то это нравится, наоборот. Минус это, конечно Да. же, по большей части соединение, интернет-соединение. Да, нестабильное. Вот. Много И времени. За попросим монитором. у всех детей, у большинства детей, чтобы когда шли уроки, включали камеру. Камеру. Да, чтобы мы вас видели. Было. Было. Это из-за того, что я расписание перепутал. В начале года. Не этого, а вообще вот когда только пришел в школу, я расписание перепутал и проспал. А, я тоже должна комментарий. А, я не помню, ну, проспала, скорее всего, да. Было. Было. Первый год, да. Да, тоже первый год. Период адаптации. Там был вопрос в голове, что я делаю здесь. Не было. Не было. Было. Нет, за контрольный нет. Ну, не за контрольное, а за невыполненное задание было. Возможно. Нет, не припомню, не было. Не было. Конечно. Это обязательно. Это нормально. Спустя годы даже, вот когда на 1 сентября приходишь, все равно легкое волнение есть. Было. Не было. У меня на 3 курсе была хандра, честно скажу. Я хотел в армию уехать еще. Отслужить, потом вернуться и закончить. Но не получилось. Всем спасибо за внимание. Благодарим медиацентр 31-й школы за приглашение. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и... И, пользуясь случаем, хотели бы поздравить всех наших коллег с Днем Учителя. Не болейте.